Жамбылская область, Сарысусский район, город Жанатас. Ясли-сад Айгөлек, старшая группа «Ромашка». Воспитатель Касаткина Ольга Васильевна. Образовательная область «Социум», организованная учебная деятельность, ознакомление с окружающим миром. Тема «Насекомые». Цель и ожидаемый результат. Иметь познавательный интерес к объектам живой природы, различать и называть насекомых, владеть обобщающим понятием «насекомые». Добрый день, хайрлы күн! Я приглашаю вас на экскурсию на весеннюю полянку, где нас ожидают интересные встречи. Но сначала вспомним правила поведения в природе. Этого делать нельзя. Нельзя растаптывать растения и грибы, ловить насекомых, трогать гнезда и птиц, ломать ветки, сбивать паутину, трогать мелких животных и нельзя мусорить. На этой полянке живут мои маленькие друзья. Они играют с нами в прятки. Вы их найдете, отгадав загадки. Первая загадка. Она легка, красива, изящна, легкокрыла, сама похожа на цветок и любит пить цветочный сок. Бабочка, кобелек. Вторая загадка. Сок цветов душистых пьет, дарит нам и воск, и мед. Людям всем она мила, а зовут ее пчела, ора. Мои маленькие друзья – это насекомые. Чтобы дальше продолжить с ними знакомство, выполните со мной упражнение для глаз. Солнышко. Зажмурьте крепко-крепко глазки и откройте глазки. Солнышко утром вставало, солнышко тучки считало. Посмотрела вверх, посмотрела вниз, посмотрела вправо, посмотрела влево, посмотрела вверх, вниз, вправо, влево. Глазки закрыла и снова открыла. Сейчас мы с вами узнаем, чем схожи все насекомые, что у них общего и чем отличаются. Бабочка. У всех насекомых 6 ног, голова с усиками, средняя часть тела и брюшко. У многих в определенный период жизни появляются крылья. Кузнечик. Чегиртке. Кузнечик – хищное насекомое, питается мелкими мошками и комарами, а зеленый цвет помогает скрываться в траве. Пчела. Передние лапки у пчелы называются собирательные. Ими пчелы собирают с цветов пыльцу. Кызыл конус. Божья коровка. Хищное насекомое, защищает наши сады от вредителей, а ее яркая окраска отпугивает от нее врагов. Комар. Надоедливый комар – вредное насекомое для людей, но сам комар и его личинки – это пища для других полезных насекомых. Еще один хищник. Богомол. Передние лапки богомола называются хватательными. Ими он хватает и удерживает свою добычу. Гусеница. Гусеница – это личинка бабочки. Она питается листьями, затем строит кокон, а потом превратится в прекрасную бабочку. Жук. Жуками называют насекомых с очень жесткими крыльями. Многие жуки очень быстро бегают, многие умеют летать. Шмель. Шмель питается соком растений. У него есть жало. И будьте осторожны, защищаясь, он может ужалить. Стрекоза. Стрекоза – хищник, питается комарами, мухами, мошками,
Она очень ловко летает, спасаясь от своих врагов птиц. Муравьи. Вот малюсенький малыш, на плечах соломинка. Его в очках не разглядишь, а он сильнее слоника. Мы увидели разных насекомых. И наши маленькие друзья приготовили для вас задание. Посмотрите внимательно на следующую картинку и скажите, кто на этой картинке четвертый лишний? Почему? Четвертый лишний – это птица, потому что кузнечик, жук и муравей – это насекомые, а птица – нет. Птица – четвертый лишний. Только солнышко проснется, пчелка кружит, пчелка вьется над цветами, над рекой, над травой луговой, собирает свежий мед и домой его несет. А для вас, дорогие ребята, у пчелки есть задание. Скажите, чья тень на картинке? Ну, конечно же, вы узнали. Это тень Божьей коровки. Надевает эта крошка платье красное в горошек и летать умеет ловко. Это Божья коровка. Ребята, знаете ли вы, сколько ног у всех насекомых? У всех насекомых 6 ног. Сегодня мы узнали много нового о насекомых. И если вам было интересно, нарисуйте насекомое, которое вам нравится. А сейчас наши маленькие друзья приглашают вас на весеннюю полянку для веселой разминки. Приготовились. Мы руками хлоп, мы ногами топ, головой туда-сюда, повертелись, покружились, в насекомых превратились. На лужайке по ромашкам жук летал в цветной рубашке. Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я с ромашками дружу. Тихо по ветру качаюсь, низко-низко наклоняюсь. Мы руками хлоп, мы ногами топ, головой туда-сюда, повертелись, покружились, снова в деток превратились. Где мы сегодня побывали? Что сегодня мы видали? Что мы видели, не скажем, а что делали, покажем. София нарисовала гусениц и бабочку, потому что ее очень заинтересовало, что из обычных гусениц, поедающих листья, появляются такие прекрасные бабочки. Настя так точно, правильно и красиво нарисовала Божью коровку, потому что любит наблюдать за ними во время прогулки. Арина очень любит бабочек, поэтому выполнила рисунок с аппликацией, чтобы бабочка получилась словно живая. Такие красивые и нарядные получились у Насти бабочка и Божья коровка. Молодцы, девочки, вы постарались. Ребята, сегодня вы научились различать и называть насекомых. Теперь вы знаете о пользе или вреде, которую они приносят людям и растениям. Насекомые хлопочут, наполняя жизнью сад. Там кузнечики стрекочут, тут комарики звенят. Каждый занят важным делом. Золотистая пчела на цветок душистый села, сок медовый собрала. Вот в кустах возле тропинки деловитый муравей, уцепившись за травинку, доит усиками тлей. Ты не трогай их, не надо, ты с очком их не лови. Пусть живут с тобою рядом мотыльки и муравьи. А если ты встретишь их на прогулке, понаблюдай за ними. Давайте, друзья, в любую погоду будем беречь родную природу, и от любви заботливой нашей станет земля и богаче, и краше.